Итак, сегодня мы с вами поговорим о Николае Михайловиче Карамзине, годы жизни 1766 по 1826. Умер он в возрасте 59 лет. Для своего времени он считался глубоким старцем уже, да. Тем более, что у нас творческие люди живут недолго, как правило. То есть до такого преклонного возраста дожить – это большое счастье. Ну вот, волю судьбы так получается, что уже второй раз я про наших отдаленных во времени авторов рассказываю. У нас не так давно была лекция о Дале. Вот. Ну, я, в общем-то, этому рад. У меня самого это возможность освежить в памяти знания. Поскольку специалистом по литературе 18 и 19, в общем-то, тоже веков я не являюсь, то есть я в этой эпохе просто знаю как филолог. Я больше по литературе начала 20 века специализируюсь и по зарубежной литературе, конкретно по американской фантастике 20 века. Вот. Я ориентировался здесь на классический труд. Это работа, монография Эдельмана. Я думаю, что ее многие знают, я углубляться в подробности не буду. Если хотите, посмотрите. Замечательным языком написанная работа. Это как раз пример такого вот глубокого филологического проникновения в тему, когда исполняется вот это заветный принцип гуманитарных наук, принцип субъект-объектного тождества. Я сегодня про него еще второй раз скажу ближе к концу, а здесь вот так намекну. То есть, что такое субъект-объектное тождество? Считается, что вообще, в принципе, в науке, и в гуманитарных науках в первую очередь, объективное познание, если и возможно, то очень относительно. Все познается через субъект. В гуманитарной науке, то есть, вот, в той же литературе, как мы интерпретируем текст? Мы интерпретируем его как читатель. Каждый что-то свое находит. То есть, если ты филолог, исследователь, литературовед, как ты можешь гарантировать, что то, что ты обнаружил в этом тексте, истинно? Кто-то найдет что-то другое. На этом фоне рождаются дискуссии. Вот эта проблема широко обсуждалась, в общем-то, и в 20 веке в первую очередь, с появлением сциентистских, так называемых, методов в литературоведении. Говорилось, что нет, нужно вот какие-то основополагающие критерии ориентироваться и только на их основе изучать текст. Потом все-таки решили, что эти критерии недостаточны для глубокого постижения. Пришла новая герменевтика, так скажем, когда как раз субъективность исследователя, она не затушевывается, она выдвигается на первый план. То есть, да, я субъективен, но в этом моя объективность. То есть я осознаю себя как человек определенной эпохи, определенного социального строя, да, ограниченного во многом в своем восприятии, но это мое прочтение как специалиста, относящегося вот именно к этому отрезку времени и к конкретному воспитанию, конкретным литературоведческим методам. То есть это, наоборот, парадоксальным образом излишняя, казалось бы, субъективность оборачивается новой объективностью. То есть ты объективно оцениваешь себя как субъективный исследователь. Вот. И в идеале здесь должно возникнуть такое философское тождество, которое в герменевтике, в религиозной философии, у славянофилов тоже и в поздней немецкой классической философии называется субъект-объектное тождество. То есть, когда, по идее, нет ни субъекта, ни объекта. Субъект исследования совпадает со своим объектом. И фактически происходит даже не изучение объекта субъектом, а происходит такое вот проникновение, когда субъект-исследователь начинает как бы говорить от имени вот этого объекта изучаемого. Карамзина с нами давно нет. Нас отделяет 200 с лишним лет. Тем не менее, вот Эдельман и его работа — это как раз пример такого вот субъективного, но очень глубокого проникновения. Он действительно многие вещи старается осмыслить так, как их в свое время понимал Карамзин. То есть почему он внезапно от своей феерической литературной карьеры отходит и занимается историей, фактически уходит в такое вот затворничество. Что им двигало, когда он общался, например, с императорами, когда он пытался
как-то смягчить приговоры декабристам и так далее. То есть вот, с позиции этой эпохи, с позиции именно характера личности. Какое-то прямое отношение имеет непосредственно к творчеству Карамзина, какое-то отношение имеет к творчеству самого Карамзина, вот это субъектно-объектное тождество. Мы еще с вами, повторюсь, попозже поговорим. Если кратко сказать, то есть, биографию Карамзина, конечно, можно прочитать где угодно, в Википедии, там, в учебнике литературы, я остановлюсь на наиболее значимых, как мне кажется, то есть я, конечно, пытаюсь с такой субъективно-объективной точки зрения подходить, как мне кажется, наиболее важные вехи его жизненного и творческого пути, то есть что он сделал. Вообще, когда о наших великих заговариваешь, если копнуть чуть глубже, оказывается, что все не русские. Это я, конечно, окрупняю, но как-то вот так получается. И, казалось бы, даже наш герой сегодняшний Николай Михайлович Карамзин. Николай Михайлович абсолютно русское имя, а вот фамилия у него по происхождению своему не русская, он происходит из тюркского рода. Род идет от Кара-Мурзы, то есть вот этот вот корень Кара, он для тюркских народностей очень важен. Много географических наименований с этим корнем, там в Крыму какой-нибудь Каратак, гора известная Каракум, пустыня, то есть Кара вообще означает черный. Достоевский в «Братьях Карамазовых» как раз использует, обыгрывает вот значение этого слова, этого корня, Кара, Карамазовый, то есть вот они черные, как бы такие, там такая негативная оценка. Тем не менее, вот этот вот человек, в отдаленном таком прошлом, имеющий тюркские корни, оказался свидетелем, наверное, поворотных моментов русской истории и мировой истории. Когда он путешествовал по Европе, это его путешествие отражено в самом ярком его произведении, которое его прославило, это «Письма русского путешественника», он был свидетелем Великой Французской революции. Это уже немаловажно. Он был свидетелем Отечественной войны с Наполеоном. Он был свидетелем декабристского восстания. Он был свидетелем политических игр того времени, поскольку он был приближен именно к императорскому двору, и он был, в общем-то, другом императора. Он, естественно, был осведомлен о многих даже таких секретах, как, например, передача наследования престола, кому из своих наследников император отдаст престол. Он знал это раньше, чем большинство, естественно, людей. То есть всего 5 человек были посвящены в эту тайну, включая самого императора. Среди них был Карамзин. Собеседник царей. Он был очень неоднозначной фигурой, безусловно, оценивался современниками порою достаточно жестко, поскольку друзья у него были и среди императорского двора, и среди декабристов. То есть и среди левых, и среди правых. Он имел друзей, он был как бы мостом между ними и во многом помогал, пытался выстроить диалог между императорской властью и вот этими революционерами, которые тогда появлялись. Его заслуги в этом, конечно, огромны. То есть до сих пор мы не можем в полноте во всей оценить его вклад в развитие и вход этого декабристского дела. Но ясно одно, что если бы не присутствие Карамзина, не его пример, не его дружеские отношения с императором, возможно, там бы все было еще более трагично. Из интересных таких лингвистических моментов, то есть Карамзин как лингвист, он у нас придумал, считается, что именно он придумал букву «ё». Это памятник, который сейчас в каждом крупном городе, по-моему, уже установлен, в том числе у нас в Кировском парке есть памятник букве «ё». Он впервые графический пример употребления буквы «ё», это в тексте карамзинском наблюдается, когда он слово «слиозы», то есть оно писалось с ижицей, то есть там был как латинская буква «и» с точкой, «слиозы», то есть писалось «слиозы». В общем-то, в украинском языке примерно так и остается все и по сей день. А он
использовал букву Ё, то есть он написал современно, как на современном языке пишем, букву Ё. Но это как бы такой вот графический момент, да? Он был реформатором литературного языка. Всегда, когда я о наших классиках говорю, и о Дале в том числе, мне вспоминаются лекции нашей замечательной донецких языков с филологического факультета, о литературном русском языке, о его становлении. И вот имя Карамзина, конечно, очень значимо для формирования именно нашего современного литературного русского языка. Что за язык был до этого? Потому что гораздо очень много было заимствований из церковнославянского или старославянского языка. Карамзин все-таки призывал от них отказываться, делать литературный язык более близким к реальной речи, к реальному обиходу. И, безусловно, без посредства Карамзина, без посредства того же Даля, без посредства фон Визина даже, Крылова, творчество Пушкина, наверное, невозможно. По крайней мере, язык Пушкина, он вырастает уже на очень прочной, устоявшейся традиции его предшественников. Как я уже сказал, произведение, сделавшее Карамзина известным и очень популярным русским писателем, это «Письма русского путешественника». В «Письмах русского путешественника» Карамзин предельно субъективен. То есть мало того, что, естественно, это от первого лица написано, он все наблюдаемые им события пропускает через свое сознание и выдает даже не столько описание каких-то предметов искусства, предположим, картин, зданий, событий, сколько свое отношение к ним. Это новаторский прием. И именно вот из этого приема вырастает течение, которое Карамзин сформировал, внедрил в русскую литературу и стал главным представителем этого течения. Оно называется сентиментализм. Сентиментализм, мы знаем слово сентиментальный, да, то есть чувственный, если буквально с древнего формы расшифровку такую сделать, то есть чувственный метод. В чем новаторство Карамзина вот в этом самом сентиментализме? Почему это было новое слово в тогдашней литературе? Основной главенствующий метод в искусстве, в литературе в частности, до Карамзина — это классицизм. В классицизме все строго упорядочено. Писались трактаты, Буало, например, о том, как нужно писать стихи, как нужно писать драматургию, какие должны быть каноны, все их должны придерживаться, как должно происходить развитие событий, на каких темных, светлых героев должны четко быть разделены действующие лица и так далее. Естественно, такой метод очень схематичный, очень предельно формализованный, особенно на закате своего существования, он уже вызывал некое неприятие, стараясь от этого сентиментализма отойти, но это было достаточно сложно сделать. Поскольку все-таки это был официальный метод, Ломоносов был у нас таким классицистским писателем, и требовалось какое-то произведение, которое, новый метод, новое слово будет сказано в этом произведении и прибьет читательскому вкусу, сформирует новый читательский вкус. То есть был социальный запрос определенный на то, чтобы новый метод появился, но не было такого яркого примера, где бы новый метод был проявлен во всей своей полноте. И сентиментализм появляется, формируется в письмах русского путешественника, но, конечно, своего максимального развития достигает в небольших по объему произведениях Карамзина, и в первую очередь во всем вам известной «Бедной Лизе». «Бедная Лиза» — это 1792 год, фактически повесть на фоне современного Карамзину классицизма произвела настоящий фурор. То есть сейчас мы ее воспринимаем как нечто давно забытое, старое, школьная программа, все это читают, все это все знают, но для своего времени это было настоящее откровение, причем некоторые испытывали от «Бедной Лизы» шок. Вы помните сюжет? Или напомните?
Бедная Лиза. Но на всякий случай напомню, да, школьная программа это было далеко, и в конце концов там, литературу 18 века мы перечитываем не так уж и часто. Вот. А основа конфликта – это любовь крестьянки и дворянина. Основной, как бы мы сейчас сказали, вот, триггер, да, или основной лозунг вот этого произведения – это фраза Карамзинская «И крестьянки умеют любить». То есть как-то вот не задумывались до этого, что крестьяне тоже люди, и тоже вот им присущи какие-то чувства. То есть не только вот дворянские чувства в письмах русского путешественника описывает Карамзин, но здесь обращается к теме, казалось бы, для литературы достаточно низкой. То есть, ну, на самом деле никто особо на крестьян в то время внимания не обращал. Вот, только говорили о том, ну, уже модно было говорить, что они страдают, что там нужно их от иго освободить и так далее. Но никто не пытался посмотреть на мир глазами, собственно, этой крестьянской девушки и дать почувствовать ее чувства. Вот. И здесь сентиментализм, конечно, достигает своего апогея. Значит, вот эта простая крестьянская девушка Лиза, живущая в окрестностях Москвы. А что такое окрестности Москвы для начала 18 века? Это вовсе не то, что сейчас. Это, наверное, глухомань, даже хуже окрестностей там, какого-нибудь совсем уж провинциального нашего нынешнего города. То есть, наверное, наши удмуртские поселки, они более развиты значительно, да, чем вот это вот, окрестности Москвы, так сказать. Вот. А Лиза отправляется в город, она торгует там, ну, естественно, не пончиками, не булочками, не чем-то таким низким материальным, она торгует там цветами. И встречает там молодого дворянина по имени Эраст. Они, естественно, с первого взгляда все друг друга влюбляются, и само произведение строится на двойном конфликте, как правило говорят. Внешний конфликт – это конфликт социальный, то есть крестьянка и дворянин, как вот, какие между ними могут быть точки соприкосновения. Все это очень сложно. И вот этот внешний уровень конфликта вызывает страдания героев. Из-за предрассудков, из-за осуждения явного или неявного. По сюжету там все заканчивается грустно. Вы, наверное, это знаете. Бедная Лиза, все по названию понятно, что ничем хорошим вот эта вся история для бедной Лизы не обернется. Они искренне друг друга любят. Но раз, значит, вынужден уехать, и там в этих своих поездках он промотал состояние, остался без денег и вынужден совершить нормальный для того времени, для дворянского общества брак по расчету. То есть он наобещал, значит, Лизе вечную любовь, что он там вернется, но в результате разрываются связи, и она узнает уже совершенно случайно, что он, оказывается, женат, и, естественно, не на ней, тоже на человеке из его круга, из его сословия. Естественно, что в ней это вызывает такой вот глубокий шок, настолько глубокий, что она кончает жизнь самоубийством. Это внешний, как бы, социальный конфликт, но гениальность Карамзина в том, что он, создавая сентиментализм, одновременно стал провозвестником следующего направления под названием романтизм. Романтизм отличается не просто тем, что он показывает чувства, он показывает еще в лучших своих проявлениях психологию. Ну, то есть уже романтизм такой вот очень развитый, переходящий в реализм, это герой нашего времени, например, да? То есть это внутреннее движение человеческой психики, какие-то тайные механизмы, которые влияют на наши поступки и наши поведение. И вот здесь, конечно, в «Бедной Лизе» даже по объему это очень маленькое произведение, там, естественно, все это раскрыть невозможно, но тем не менее вот внутренний конфликт, второй план этого конфликта, психологический, он в ней так или иначе присутствует. Это мучение Эраста. То есть Эраст, конечно, расстраивается, раскаивается, и ему теперь предстоит с этой вот виной жить
остаток его жизни. Обычно я на лекциях привожу примеры стиля. Вот, когда мы о Дали говорили, я из его литературных произведений привел пример, не очень удобоваримый для восприятия, который, собственно, показал, почему Даль не прославился именно как литератор, все-таки больше как ученый. А вот пример стиля Карамзина из «Бедной Лизы». Вот, ощутите прозрачность, понятность и достоверность этого стиля. А Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем, не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми губами своими. То есть здесь уже, конечно, звучит совершенно иной стиль, он очень поэтичный, он очень красочный, он похож по своей вот такой насыщенности даже в чем-то на стиль совсем другого течения, относящегося к совершенно другому времени, на стиль символистов, такой предельно насыщенный красками, чувствами, накалыванными просто стилем. Еще чем «Бедная Лиза», так сказать, отвергла, произведение «Бедная Лиза» отвергает предшествующий ей классицизм. В классицизме злой герой должен быть, он однозначно злой, во-первых. То есть мы понимаем, что он злой. Он наказан. У фон Визина там звучит коронная фраза: вот злонравие достойные плоды. Да? Все, он должен быть наказан. Как вы сами понимаете, Эраст никакого наказания не несет, физического. То есть никакой расправы, никто его там никуда не сослал. Наоборот, по сути, внешний вот этот конфликт социальный, дворянство и крестьянство, его могли только похвалить. Ну что бы хорошего было, если бы он с крестьянкой, да, связался. Там вот у него была социальная расплата. Здесь расплата только внутренняя, психологическая. То есть это перевод как бы вот этой вот расплаты внутрь самого героя. Он сам судья своим поступком. И это уже отсылка потенциальная к эпохе совершенно другой, романтизма и дальше даже реализма. Можно уже шагнуть к преступлению и наказанию, да, какую-то вот такую намек на дальнейшее развитие русской литературы увидеть. Следующее немаловажное для Карамзина произведение, о котором я хочу сказать, называется «Остров Борнголем». У него, конечно, много других замечательных произведений, вы их все можете почитать, но вот я остановлюсь на тех, которые мне самому кажутся наиболее яркими. Вот в «Острове Борнголеме» Карамзин выступает как конкретно предромантик такой. То есть это уже не совсем сентименталист, это уже практически романтический писатель. И по мне не очень понятной причине, но некоторые любители русской фантастической литературы считают «Остров Борнголем» первым фантастическим произведением русской словесности. На самом деле там, конечно, фантастических элементов реальных нет, то есть как то, что что-то фантастическое прямо происходит, буквально какая-то мистика воплощается, какая-то магия и так далее, такого нет. Но это произведение, написанное в антураже фантастической прозы. Это первое произведение русской готики, скажем. Оно не конкретно о русской готике, то есть оно о готике западной, но написанное на русской почве, русским писателем. Произведение, как и «Бедная Лиза», было во многом скандальным, и, может быть, даже еще более скандальным, чем «Бедная Лиза», поскольку намек, который содержится в этом произведении, довольно прозрачный, не мог не вызвать некую настороженность. Вот. А суть в том, что Карамзин, ну его вот лирическое «я», скажем, да, присутствующее в тексте, описывает свое путешествие и как бы, возвращение с Британских островов уже в сторону России. В одном месте он встречает, я уже стараюсь как быстренько пересказать, в одном месте он встречает некоего юношу, похожего на призрака, на привидение, который очень грустит. Видно, что он уже прям весь сам не свой, и
и с жизнью готов проститься, и он поет грустную песню о какой-то любви, какой-то там девушке, о любви, которую порицали все по какой-то причине, но эту любовь, значит, из своего сердца юноша никак выкинуть не может, и законы человеческие препятствуют этой любви. Вот в «Бедной Лизе» там законы социальные, а здесь какие-то законы человеческие. Послушав эту песню, герой, значит, задумывается тоже, что же такое произошло, а поет юноша о некоем острове под названием Боргон. И вот волею судьбы корабль, на котором плывет наш герой, вынужден причалить как раз неподалеку от этого острова. И у капитана и спрашивает герой разрешение на этом острове побывать. На лодке он туда отправляется, там абсолютно такой готический пейзаж. Во-первых, там рифы вокруг острова. Туда корабли не подходят, там опасно. Там мрачный замок стоит, в который никто не ходит, и местные жители посматривают на него с опаской. Там живет нелюдимый старик, не выходящий никогда за пределы вот этого замка, и в затворничестве проводящий свои дни. И вот наш герой напрашивается к этому старику в гости. Говорит, ну вот законы там гостеприимства, все, ну примите меня. Мне интересно посмотреть изнутри на ваш замок, на ваш быт. Он, ну вот этот старик его принимает. Ночью нашего героя преследует ужасное сновидение. Он видит, что все латы этих рыцарей, стоящие в коридорах, приходят в движение, что какая-то вакханалия там творится. То есть такой сеттинг вполне падение дома Эшера и Эдгар По. Вот. Но это им снится. То есть пока что еще не настолько большой шаг литература сделала вперед, чтобы вот сказать, что это действительно происходило. Вот. Это ему пока только снится. Вплоть до того, что какое-то крылатое, ужасное чудовище летело там на него. В общем, ему это сновидение не дали покоя, он просыпается, смотрит в окно, видит там вход в пещеру. Естественно, ему в пещеру нужно сходить и посмотреть, что там. В пещеру он заходит, там за решеткой находится девушка. Ну, то есть сюжет такой вот очень архетипический. Некоторые исследователи, любители по поводу различной мифологии поразмышлять, там конкретные намеки на мифологию делаются. Сам вот этот старик, владелец замка, вспоминает некие друидические, кельтские времена отдаленные, когда вот совсем другая была жизнь. А сейчас, слава богу, у нас христианство и законы морали и человеческих устоев, они нормальные. Раньше что-то происходило. Вот. Есть даже работы, в которых сравнивается вот этот сюжет нахождения девушки где-то в пещере с пещерой, с лабиринтом конкретно, где живет Минотавр. То есть девушка ассоциируется с неким чудовищем, которое заперли за решеткой по какой-то причине. Ну, значит, герой на эту девушку посмотрел, немножко они пообщались, девушка ему не рассказала, что с ней произошло и почему она здесь осталась, но какие-то намеки есть, что какая-то там запретная любовь. И он, естественно, начинает подозревать, что вот этот юноша, о котором ранее речь шла, и эта девушка связаны вот этой вот любовью. Ну, и мы тоже понимаем вместе с героем. Вернувшись в замок, герой сталкивается со стариком, который догадывается, что он будет в пещере, и в конце концов рассказывает ему эту ужасную историю, вот эту подноготную, что там случилось, какой произошел кромешный ужас, какой страх. В нынешней вот нашей действительности Карамзина бы не опубликовали, наверное, вообще, потому что читателю эту историю он не рассказывает. То есть нам все-таки нужно, чтобы все точки над «и» были поставлены, чтобы уж если пообещали ужас, то в конце концов ужас показали. Карамзин ужас не показывает. И нам остается только догадываться, в чем была причина. Но с моего описания догадались, в чем причина? Нет. Но, в общем, судя по всему, вот эти несчастные любовники были братом и сестрой. Представьте, что такая тема заявлена на рубеже 18 и 19 веков. Сейчас мы уже привыкли ко всяким шоу. Романтика.
Вот. А именно поэтому я говорю про рассказ «Остров Борнхольм». Он считается произведением предромантизма. То есть он во многом предугадал, сформировал и предвосхитил как бы вот эту следующую. Ну и последнее, на чем я остановлюсь в разговоре о Карамзине, это, конечно, история государства российского. Так уж происходит, как философствует Эйдельман в своей монографии, в своей книге, что у нас многие значимые для русской литературы авторы, что-то с ними происходит в возрасте 37 лет, и они либо выходят из жизни трагически, либо как-то меняют свою жизнь в корне. Карамзин был очень известным писателем. То есть, насколько он был известен, можно проиллюстрировать как бы от противного. На примере таких комических такого высмеивания почитателей Карамзина. То есть была целая армия почитателей Карамзина, чтобы показать, насколько вот они фанатеют от его творчества. В шутку создавались такие карикатуры, как, например, заповеди карамзинистов. То есть те, кто прямо любит Карамзина. Первая заповедь первая, естественно, заповедей 10. Карамзин есть автор твой, да не будет ли тебя иных авторов, кроме него. Вторая. Не признавай ни одного писателя ему равным. Третья. Не произноси имени Карамзина без благоговения. Четвертое. Помни сочинения Карамзина наизусть. Пятое. Чти русского путешественника и бедную Лизу. Да грустно тебе будет, и слезлив будешь на земле. Шестое. Не критикуй. Седьмое. Не сравнивай. Восьмое. Не суди. Девятое. Не говори об истории правды. Десятое. Не прикасайся до переводов его, не трогай сочинений его, ни похвального слова его, ни пантеона, ни его, ни Марфы посадницы его, ни Натальи Боярской дочери его, ни всего путешествия его, ни всего Елика Николая Михайловича. Вот, то есть на примере вот этих вот пародийных высмеиваний можно представить, что на самом деле были люди, которые вот так относились к Карамзину и писали героев. Тем не менее, вот этот очень известный литератор отходит от литературных дел, получает назначение от императора Александра I, назначение на должность историографа. К должности он относится очень серьезно, и несмотря на, в общем-то, небольшой пенсион, небольшую пенсию, которую ему император выписывает, он погружается в изучение истоков русской цивилизации и начинает писать историю государства российского. Причем не слышно о его творении, о том, чтобы что-то выходило из-под его пера очень долгое время. Он не показывает своего произведения вплоть до того, как будет написан 5-й том. То есть он считает, что уж если писать, значит вот надо что-то уже создать, какой-то готовый продукт предоставить. То, что ему выписали небольшую пенсию, его вполне устраивает. Потому что он не чувствует себя должным императором. И чувствует, наоборот, внутреннюю свободу. Вообще, вот эта внутренняя свобода – это то, что очень присуще Карамзину, и то, что, наверное, сделало его другом декабристов. Но при этом он оставался другом императора. Произведение вот, «История государства российского», написанное в таком добровольном изгнании, в кабинете, оказалось чрезвычайно востребованным. Такой интерес к русской истории, конечно, был подготовлен Отечественной войной. Когда возник вопрос, а кто мы вообще такие? То есть произошло определенное нарушение границ. Это как личностные границы. Да? Мы как-то особо не задумываемся о своих личностных границах, пока нас кто-то не обидел. И мы начинаем прощупывать свои границы, когда ощущаем какие-то агрессивные воздействия из внешнего мира. То есть наш гнев, наше неприятие, наша ответная агрессия – это просто проявление того, что наши границы нарушены. И мы начинаем задумываться, а где мои границы? А кто я сам? Вот примерно так же происходит и на уровне личности, и на уровне государства. То есть возник вопрос основополагающий, откуда есть пошла земля русская. Да? А вот Карамзин дает на этот вопрос ответ многотомный.
исчерпывающий и для своего времени, конечно, чрезвычайно значимый. Да, в общем-то, и для нынешнего времени тоже. Эдельман пишет об этом буквально: Карамзин — художник, смиряющий себя в историке. Рука, тянущаяся одушевить, раскрасить, и внутренняя уверенность, что от него ждут не просто новой занятной повести или сентиментального вымысла, а настоящей истории. То есть вот некий конфликт видит внутри Карамзина Эдельман. Он говорит о том, что художник и историограф в нем как-то вот немножко враждовали, но тем не менее историограф выходил на первый план, и художник внутри Карамзина смирялся. Первые 5 томов вышли тиражом 3000 экземпляров. Это огромный тираж для того времени, просто неслыханный. Вот сейчас мы вернулись опять к этим тиражам. Для нас, когда 3000 экземпляров, это тоже уже очень много. В основном, потому что современная литература выходит тиражами. Ну, если это не переводной какой-нибудь там, да, Стивен Кинг, то наши современные авторы выходят тиражами там 1000 экземпляров, 1500. Вот, то есть мы вернулись по тиражам к эпохе очень отдаленной, если особенно советской эпохи. Естественно, наибольшими тиражами Карамзин издавался в советское время, там уже в 80-х годах, так, в основном его публиковали выдержки, но тем не менее. Вот. Карамзин был впечатлен таким тиражом, конечно. Но самый, наверное, значимый и самый нашумевший его том — это том 9, где описывается царствование Ивана Грозного. Вот до 9 тома Карамзина все больше и больше не любили так называемые левые. То есть декабристы считали, что он такой монархист. Вот. Карамзин, наверное, считал, да, себя все-таки приверженцем самодержавия, потому что он рассматривал его как необходимый этап для современного состояния русского общества. В то же время он был противником крестьянской реформы. Почему? Не потому, что он не хотел, чтобы крестьян освободили, а он задавал вопрос: вы их освободите, что вы дальше с ними делаете? То есть это немаловажный такой вот вопрос. Одно дело воплотить какую-то идею, а другое дело потом думать, а куда дальше людей-то, как их занимать. Да? Вот. То есть, опять же, он мыслил с позиции истории, что история все рано или поздно поставит на свои места. И самодержавие уйдет, и крестьяне будут свободными, но для этого не наступило еще необходимых исторических предпосылок. Пушкин же был историк. Вот, как бы да. Вот. После выхода 9 тома Карамзина очень сильно полюбили левые опять, потому что он был первым, кто написал об Иване Грозном как о тиране, иными словами. Он описал зверство Ивана Грозного. Он нашел документы, которые раскрывали эти зверства. Где-то, конечно, с позиции современных историков, которые владеют новыми данными, которыми еще не владел Карамзин, где-то он преувеличивает, а где-то, наоборот, преуменьшает, но не по своей воле, а потому что просто недостаточно было источников еще. Вот. Он говорит о том, что в лице Ивана Грозного императорская власть себя дискредитировала. И намек, который вот в этом видит и Эдельман, и который между строк можно прочитать, что если бы не правление Ивана Грозного, возможно, самодержавие бы просуществовало в России еще достаточно долго. И возможно, что русская революция не произошла или какие-то иные формы имела. Что именно само самодержавие себя подорвало. То есть подорвалась вера в благостного, справедливого царя, батюшку, как помазанника Божьего, да, то есть, видя эти зверства, конечно, люди, они не восставали, но они просто испытывали вот такой культурный шок, да, что батюшка-царь оказался зверем. И в восприятии Карамзина Иван Грозный — это тиран. Здесь надо сказать о двойном методе Карамзина. Пушкин очень метко характеризовал его как первого историка и последнего нашего летописца. Первый историк, потому что Карамзин все-таки действовал как ученый. У него был огромный перечень комментариев, примечаний, огромный свод источников, которые впервые вообще были
раскрыты. Он пользовался источниками, например, на арабском языке. Но это было очень сложно, хотя бы потому что арабский надо где-то переводчика, да, вот все задействовать. С другой стороны, он оставался действительно в русле летописи. В русле, что такое летописец? Летописец — это тот, кто говорит о событиях истории через свое восприятие. То есть вот здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали, вот этот принцип субъект-объектного или субъект-субъектного творчества. То есть он говорит об истории как о неком психологическом, скорее, феномене. Сам того не понимая. То есть летописец описывает историю как какой-то сюжет, как какой-то процесс, имеющий внутренние закономерности, движимый божественной волей, имеющий свою логику, которая непонятна действующим лицам, которую они могут только ощутить, но с позиции летописца эта логика абсолютно ясна. То есть понятно, что летописец повести временных лет, говоря о каких-то там двухголовых ребенках, там, кометах, всяких вот волшебных происшествиях, божественном вмешательстве, там, помощи ангелов и так далее, он это писал не для того, чтобы приукрасить, а потому что он в это верил, потому что он жил в русле вот этой вот предзаданной картины мира. Вот Карамзин действует точно так же. То есть история государства российского выглядит следующим образом. Берется какой-то период и описывается сплошным текстом как некий сюжет, как бы отчасти литературное произведение. Карамзин пытается посмотреть на события истории глазами государей. Почему был сделан тот или иной выбор? Он временами даже пытается представить диалоги или фразы этих государей, которые, естественно, нигде не были зафиксированы, но которые они могли бы произнести, чтобы объяснить логику их действий, то есть почему было так сделано. За это Карамзина, естественно, очень ругали, так же, как и хвалили. Потому что сейчас, вот, в русле современного понимания, истории, вообще гуманитарных наук, вот эта вот новая субъективность, она находит новое оправдание. Что действительно Карамзин, как представитель своего времени, вот так понимал историю. И в этом ценность. Парадоксально, ну, вообще, критика, наверное, самая основополагающая в том, что Карамзин пишет скорее о государях, чем о народе. В этом его еще декабристы обвиняли. Кто-то даже говорил, что название неправильное, что это не история государства российского, а это история российских государей. Вот. То есть, ну, конечно, тут можно в чем-то осудить, но тем не менее это было первое произведение в нашей науке, которое полноценно осветило нашу историю. Парадоксально, что за 200 лет история государства российского не только не потеряла актуальности, но и продолжает цитироваться в современных исторических трудах. Цитируемость не снижается, а вот даже растет. То есть даже на период Эйдельмана, это все-таки советское литературоведение, достаточно частотны были вот эти цитаты. И в своем понимании исторического метода, таком двойственном понимании, ну, необходимом. То есть вот есть описание исторического текста, так скажем, исторического процесса, а потом уже идет буквально ну, вот, научный разбор, примечание, что вот тот об этом подумал, то-то, то-то, это было взято оттуда и так далее. То есть очень, ну, огромный труд, безусловно. А какие годы он писал? Вот эта работа у него растянулась, ну, фактически на всю жизнь. То есть вплоть до своей смерти в 1826 году. То есть это вот первое, так скажем, где-то вот у меня здесь я заметки себе не сделал, когда он начинает писать, но это фактически рубеж веков, и вот вплоть до 1826 года. Ну, то есть Вальтер Скотт он может еще застал. Ну, фактически. Вот. На этом все. Спасибо. Он мог не учиться в романтике, которые писали сюжет исторический. Ну, отчасти, наверное, это было веяние времени. Да. То есть это такие независящие, мне кажется, друг от друга процессы, хотя, безусловно, Карамзин был осведомлен, но если бы он не считал это
таким достойным внимания методом, он бы, наверное, как-то по-другому сделал. Я имею в виду, что художественная составляющая в тексте не могла не появиться. Не могла не появиться. Наряду с научным. Потому что здесь как бы фон вот этот, собственно, литературный накал, да, вот этот, он такой остается. Вот у меня все, я даже чуть не уложился по времени. Если есть вопросы. Получается как прототип, элемент игрового кино. Вот эти вот вставки цитат лидеров, государя. Это драматизация. Драматизация, да. Драматизация здесь очень подходит вот это вот слово, драматизация. Да, безусловно. Это было как раз стремлением проникнуть в эпоху и показать ее глазами современника.